На самом деле все это бизнес и влияние. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете правду, которая может не понравиться многим. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Арабские государства сегодня не без успеха используют в собственных интересах затянувшуюся стратегическую паузу в геополитической игре крупных региональных и мировых держав, которая возникла после стремительного ухода сил США и НАТО из Афганистана в августе 2021 года. Получившие власть лидеры Талибан не смогли добиться политического признания и внешней финансово-экономической помощи хотя бы от Ирана, Китая и России, главных противников западного проекта в Афганистане. В результате афганское государство, перешедшее под контроль талибов, благодаря сделке, заключенной с американцами в феврале 2021 года, погрузилось в пучину безнадежного системного кризиса, выхода из которого не просматривается в обозримой перспективе. Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия уже существенно активизировали свои политические, дипломатические и разведывательные усилия на афганском направлении. Руки помощи талибам протянули арабские монархи Персидского залива. Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия посоперничают между собой за влияние на различные фракции внутри режима Талибана и, соответственно, на ситуацию в Афганистане и регионе в целом. На сегодняшний день государственные бизнес-структуры Объединенных Арабских Эмиратов успешно сотрудничают с руководством сети Хакани, глава которой является руководителем МВД талибского Афганистана, а также фактически контролирует деятельность Главного управления разведки и Генштаба талибов. Именно благодаря такому партнерству бизнесменам Объединенных Арабских Эмиратов удалось недавно перебить у катарских и турецких конкурентов контракт на обслуживание Кабульского аэропорта. Катар до недавнего времени имел возможность контролировать только деятельность политического офиса Талибан в Дохе, а также влиять на кандагарскую группу в талибском правительстве, которую возглавляет вице-премьер Мулла Абдул-Гани Барадар. Хорошо известно, что группа Барадара и группа Хакани являются главными конкурентами в борьбе за лидерство внутри Талибана, и до сих пор можно было говорить о некоем паритете сил, возможно, с некоторым преимуществом хаканистов. Однако, похоже, намеренно этот баланс сил изменить в свою пользу. Именно этим можно объяснить недавний двухдневный визит в Катар министра обороны талибов Муллы Мохаммада Якуба. Главу Кабульского военного ведомства встречали в Дохе на самом высоком уровне. Мулла Якуб получил аудиенцию у эмира Катара Тамима бен Хамада Аль-Тани. Пообщался с министром обороны Халидом бен Мухаммадом Аль-Атыей, главой МИДа Мухаммадом бен Абд-Рахманом Аль-Тани, всеми основными руководителями катарского силового блока. Другими словами, Доха готова начать платить зарплату боевикам Талибана, которые сейчас легализованы через Институт афганской армии и контролируются Муллой Якубом. Таким образом, теперь у Катара на афганской политической доске появляются уже две перспективные фигуры – Мулла Барадар и Мулла Якуб, которые вместе, опираясь на разнообразную поддержку Дохи, могут активизировать борьбу за власть внутри Талибана с группой Хакани, опирающейся на содействие Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана. Правда, пакистанский фактор, по оценкам некоторых наблюдателей, начинает сегодня уступать по своим возможностям арабским интригам, что напрямую связано с сильнейшим внутренним кризисом в Пакистане. Как утверждают некоторые источники, представители спецслужбы США в Катаре сегодня отвечают за основной сбор разведывательной информации по Афганистану. Почти наверняка и приглашение Муллы Якуба в Доху, и идея соглашения в сфере обороны между Катаром и армией талибов были организованы не без участия правительства Вашингтона. А как вы относитесь к тому, что власть в Афганистане делят между собой другие люди? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. На фоне активности Дохи и Абу-Даби в Афганистане, почти открыто разобравших под себя самые перспективные фракции талибов, Эр-Рияд, похоже, избрал более тонкую стратегию. Саудовцы начали работать одновременно со всеми тремя основными группами интересов в руководстве кабульского правительства Талибана, приглашая к диалогу влиятельных представителей из кланов Хакани, групп Муллы Якуба и Муллы Барадара, а заодно забрасывая удочки через религиозную дипломатию и в Кандагар, где располагается ставка теневого правительства талибов. В афганской стратегии саудитов особую роль играет дипломатия хаджа, когда в ходе паломничества в Мекку фактически на собеседовании
собеседование в Саудовскую Аравию приезжают весьма влиятельные функционеры из различных группировок Талибана. Некоторые наблюдатели полагают, что наступающий арабский политический ренессанс в Афганистане не может не повлиять на Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и даже Казахстан, где уже наблюдается рост популярности специфических религиозных доктрин и брендов. В самом Афганистане в рядах исламского государства совершенно спокойно стоят более 5000 иностранных боевиков, в основном выходцев из постсоветских республик Центральной Азии, и нет никаких гарантий того, что с появлением в Афганистане арабского золота этих боевиков не станет больше. Пока трудно сказать, как на эти новые вызовы и нюансы в афганской политической ситуации планирует реагировать российская дипломатия. Влияние России сегодня в Афганистане, в том числе в северной его части, наиболее важной для Москвы, равно нулю, сказал вчера в телефонном разговоре один из весьма авторитетных афганских политиков, искренне выступающих за сотрудничество с россиянами и, кстати, хорошо знакомый с некоторыми арабскими интригами в регионе. Он пообещал, что сядет в ближайшие дни писать письмо Путину, потому что больше в Москве обращаться некому, а впереди не только афганцев, но и весь регион ждут еще более тяжелые времена. Как вы относитесь к такому расположению дел и к такому прогнозу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.